министр обороны их послал туда. Не командир части, не командир полка. И в конце концов даже не сам он туда поехал, несмотря на то, что он написал рапорт о готовности служить в горячих точках. Солдата туда направило наше правительство. Солдата направил Верховный Совет. Солдата направило туда наше государство. Россия. Город Ставрополь. Россия. Комиссар. Поселок Нижнеудинск. Россия. Челябинская область. Россия. Город Саратов. Урал. Город Пермь. Россия. Московская область. Рязанская область. Город Скопин. Сахалин. Южно-Сахалинск. Главное, чтобы эта война была не в первой и последней в жизни. Вот, дай боже, чтобы они прошли это живыми, здоровыми. Ну а тот опыт, который они получили, я думаю, даже в простой мирной жизни им пригодится. Особенно те ребята, которые меня иногда прикрывали. Ну а куда ты стрелял? Ну туда, в белый свет, нет. В грузинской стороне. Зенитчики, войска ПВО, российские, из Гудауты, свою установку ОСА ставили на территории этой бывшей части российской, и пуски осуществляли офицеры российские. Тут же мы видим кубанских и донских казаков, неотъемлемых участников колонизации Кавказа в XVIII-XIX веках. Конфедерация народов Кавказа – это мужественная организация, которая первая вступилась, и рядом с ней находятся казаки, рядом с ней находятся русские, рядом с ней находятся петербургцы, москвичи, рядом находятся уральцы, уссурийцы, амурцы. В общем-то, я думаю, что вся Россия должна помочь России, должен помочь кто чем может. Грузинская сторона говорит, что на стороне Абхазии воюют приднестровцы. Вот подтверждение этому. Батальон Днестр, командир роты специального назначения, Пименов Юрий Николаевич. Отношения казаков с Конфедерацией горских народов замечательны. Мы просто здесь вот видим, понимаете, не посторонним каким-то сверху глазом, а видим здесь, в боях, как это все показалось. Вы бы посмотрели, как встречаются воины, выходя из боя, как целуются, как обнимаются. Вы знаете, этого не передать. Охотниками за драйвом становились бывшие советские военные, не так давно вернувшиеся из Афганистана. Для них 90-е стали эпохой пустоты и отчаяния, а освоенный навык насилия неожиданно снова где-то понадобился. Я ехал не в качестве добровольного помощника, я ехал как человек, который может помочь, как профессионал, который может помочь вполне квалифицированно. Кроме меня, через 2 недели, кажется, или через 3 недели, очень скоро, прибыла команда, с которой меня связывали, тоже давние связи, команда, русских патриотов, до этого сражавшихся в Приднестровье. Тоже ребята, имеющие уже, живой боевой опыт, они моложе все, разумеется, но живой боевой опыт гражданской войны уже вполне актуальный. С нами в основном воевали русские и армяне. Абхазов было немного, 20%. Я слышал уже такие разговоры идут, что да, эта земля нужна России в первую очередь. Вот пускай русские за нее и воюют. Нет, это ваша земля. Ваши предки на ней жили, ваши предки в ней умерли. Вы хотя бы их праху дайте спокойно лежать на этой земле, чтобы они смотрели на вас и радовались, что у них достойные дети выросли, достойные воины. Вот разговор я такой слышал. Нас осталось 100 тысяч, нас осталось очень мало. Вот вы воюете за нас, а мы будем сохранять нацию. Мы должны сохранить генофонд. Неприятно, да? Просто неприятно.